2022 год особый для мусульман нашей страны, поскольку по предложению и мусульманского сообщества Российской Федерации, руководство Республики Татарстан, президент нашей страны поддержал инициативу, и в итоге был подписан указ о праздновании 1100-летия принятия ислама в Волжской Болгарии. Безусловно, для нас это важная веха в нашей истории, но что еще важнее, то, что поддержка президента, главы государства данной инициативы, это шаг очень важный и к признанию мусульманского сообщества граждан мусульман России, но и высокая оценка того вклада мусульман в развитие российского государства. В рамках 1100-летия планируется проведение многих мероприятий. Была создана специальная рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Духовное собрание мусульман России входит в число членов организационного комитета, и несколько мероприятий вошли в федеральную программу, и несколько десятков мероприятий запланированы на этот год. Это и культурно-просветительские, и научный подход, и конференции, и семинары. Подписали соглашение с Академией художеств Российской Федерации, с несколькими еще университетами. И у нас будут совместные проекты. История булгар очень важна для нашей страны, ибо есть важные акценты в праздновании этой даты. Мы приняли ислам 1100 лет тому назад. Это официально на уровне булгарского государства был принят ислам, но, как пишет Ибн Фадлан, когда они дошли до берегов Волги, они по дороге уже видели минареты, и азан слышали, и это показатель того, что ислам пришел, конечно, намного раньше. И территория России, она очень удивительна, многогранна. 14 веков назад мусульманские войска дошли до Дербента, но потом они как бы ушли, сейчас осталось. А вот в истории современной России, территории Волжско-Камского региона, в Булгарах, приняли ислам, и приняли ислам добровольно, что также важно. Не мечом и войной пришел ислам, а через просвещение. И не секрет также, что причиной стала и торговля, большая ярмарка, которая была на берегу Волги, куда приплывали многие того времени торговцы. Они говорили нашим предкам об исламе. Еще интересный факт того, что наши предки легко приняли ислам, потому что было очень схоже. Когда мусульмане, торговцы рассказывали нашим предкам об нормах ислама, об акиде, вероубеждении, о том, что Бог един, наши предки тогда также были, кто-то говорит, что они язычники, у меня язык не поворачивается так говорить, потому что у них не было разных богов. Они говорили Тенгре. Тенгре, в их понимании, это Бог неба, но он один. То есть наши предки никогда не верили в разных богов. В их понимании был один Бог, Бог неба Тенгре, и были его помощники. Они их называли худжалар. Тау худжаса, джиль худжаса, су худжаса. То есть и в понимании основ религии они говорят, а как? То есть в исламе тоже Бог один. Он нам подходит, у нас тоже один. То есть вот это, видимо, стало тоже в некой мере такой тоже причиной. И чистота, дисциплина понравилась нашим предкам, и они тогда вот приняли ислам во времена Аль-Муктадир Биллях, правителя Багдада, халифа
и приняли ханафитский мазхаб. Вот мы 1100 лет придерживаемся этого пути. С исторической точки зрения также данная дата важна. С религиозной точки зрения, вот я вам сейчас уже говорю, что мы не нуждаемся сегодня, мусульмане России, в том, чтобы кто-то приезжал и обучали нас заново исламу. Мы живем 11 веков в исламе. У нас своя традиция, у нас были напечатаны, как некоторые эксперты говорят, более 35 тысяч книг по поводу, по исламу, это наше дорогое наследие, религиозное, культурное наследие нашего народа. Это важная дата и с точки зрения государственно-конфессиональных отношений, межрелигиозных отношений. Не секрет также, что мусульмане в России, как граждане страны, приняли ислам на 66 раньше, чем наши соседи, братья-христиане приняли православие. И дружили между собой. Известны факты в истории о том, что во время голода в Киеве из Булгар отправляли туда зерно. Договор о торговле между славянами и тюрками, мусульманами и христианами всегда был, и было это правильное взаимопонимание между нашими народами и культурами, не было противоречия. Те положительные изменения в нашей стране в отношении ислама, они, конечно же, также очень важны и в нашем развитии, и для наших будущих поколений. Хочу поблагодарить руководство нашей страны, президента за эту поддержку, за это решение. По-разному можно оценивать, по-разному можно говорить, но вы знаете, есть цифры. С приходом изменений в России, с приходом Путина в России построено более 8 тысяч мечетей. После воинствующего атеизма было разрушено 14 700 мечетей. Несколько тысяч медресе были разрушены. Несколько десятков тысяч имамов были репрессированы, убиты. Во время Горбачева пришла пора перестройки, потом Борис Николаевич начал. Но вот за эти последние 20 с лишним лет очень большой рывок и по теме исламского образования, и то, что Булгарская академия построена. И мы, мусульмане, помним о том, что мы являемся неотъемлемой частью нашей страны. И ислам, и наша культура, культура народов, которые в исламе, это также неотъемлемая часть и богатство общероссийской культуры. Это наше драгоценное наследие, и надо очень бережно к нему, конечно, безусловно, относиться. И мы будем все свои силы прилагать к тому, чтобы закрепить эти позиции, сохранить в тех, скажем, книгах, которые будут печататься. Мы договорились написать более 200 картин, фильмы будут. Они станут таким культурным памятником, я бы сказал, и данью нашей истории, наших предков. Хотел бы поблагодарить и национальные организации Москвы, которые большую работу проводят. По миграционной работе большая поддержка есть. Но и также наши организации татарские, башкирские вносят свой вклад. При духовном собрании у нас есть и духовно-просветительский культурный центр татар Москвы. Мы большую работу проводим. И наши религиозные деятели, наши национальные образовательные организации сотрудничают и работают со всеми представленными в России национальными татарскими организациями. Прежде всего, это Всемирный конгресс татар. Но и в Москве у нас сложились добрые взаимоотношения со штабом татар Москвы, которая смогла объединить вокруг себя очень интеллектуально развитую, очень интересную молодежь, прежде всего, которая выходит очень интересными проектами, инициативами, проводит встречи с интересными людьми. И по духу того, как там собираются люди и как часто и общаются, видно, что работа
там выстроена не искусственно, а она очень искренна, и люди доверяют друг другу и помогают в реализации тех задач, которые они перед собой ставят. Я хочу поздравить с этим нашим 2022 годом, который очень хорошо начался, много планов на этот год. Мы просим милости и помощи Всевышнего, о помощи Его, чтобы нам удалось реализовать все те проекты, которые мы перед собой ставим. Спасибо.